Ну, в принципе, Ассаламу алейкум, ихкой, Дарик Халчан, ваша хитр, Аллаху шиберкати долдуй, ваш сорбех цебуахки, эрсимехтлгда азкамял. Мне хотелось бы в первую очередь, прежде чем я приступлю к небольшому своему докладу, это доклад о проведенной работе адвокатами с того момента, как начались вот эти все события в нашей республике. Я накануне был в следственном изоляторе города Нальчика и по рабочим моментам общался с Мусой Мальсаговым, председателем Ингурского комитета национального единства и сопредседателем Всемирного Ингурского конгресса. Муса просил передать приветствие, ассаламу алейкум, веймех хошт всем, и он желает плодотворной работы и просил передать, что хоть они и находятся в местах лишения свободы, сегодня они максимально стараются владеть информацией, ситуацией, изменениями, которые происходят в республике. Я стараюсь ему как-то доводить до его сведения те изменения, которые происходят в нашей республике. Вейчубохи был кегишна масня саламу ашилдейтат бол далберкет и халпе сдал яндарсука сдал. Значит, теперь я перейду к той работе, которую мы начали с самого начала, когда начались вот эти события, связанные с определением вот этой границы. Была создана группа адвокатов. Идея принадлежала ряду адвокатов, и в группе оказались 7 человек. На сегодняшний день даже подсчитать мы не можем желающих и работающих в этом направлении очень много адвокатов, наших ребят, которые проживают и работают в Республике Ингушетия. Значит, работа, которая ведется адвокатами, это направление, связанное с отменой незаконного соглашения. Были поданы административный иск нашими депутатами, рядом депутатов. И было подано заявление о возбуждении уголовного дела по факту служебного подлога, так как были сфальсифицированы итоги голосования. Вот два основных направления я озвучу, по крайней мере, на сегодняшний день ход и результаты этой работы, потому что наше собрание сегодняшнее и вообще все события, которые происходят в последнее время, и напряженная обстановка общественно-политическая в республике, она связана с этими событиями. По административному иску суд первой и второй инстанции нам отказал в удовлетворении иска, то есть депутатам, и на сегодняшний день подана кассационная жалоба, которая еще не рассмотрена. То, что касается заявления депутатов, которое было подано 5 октября 2018 года о фальсификации итогов голосования, волокитилась эта проверка вплоть до декабря месяца 2018 года, пока не была подана жалоба. После жалобы немножечко ситуация сдвинулась и начали хотя бы опрашивать депутатов по материалу. Значит, в марте месяце 2019 года было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Тибоева, Светличного и Буружева, которые сфальсифицировали по крайней мере, по материалам, которые были поданы нашими депутатами,
в материалах, я ознакомился с этими материалами, там находится заключение, значит, комиссии депутатов, это документ, официальный документ, проведенное расследование, внутреннее расследование, которое говорит о фальсификации итогов голосования. В материале находится 11 заявлений депутатов, которые говорят о фальсификации итогов голосования и говорят о том, что они голосовали против этого соглашения. На сегодняшний день у нас имеется 11 таких заявлений, которые находятся в этом материале. То есть, игнорируя эти заявления, игнорируя заключение комиссии, игнорируя результаты почерковедческой экспертизы, которая указала, что значит, протоколы, подписанные Тибоевым, Светличным и Буружевым, подписи на них носят вероятностный характер, что эти подписи принадлежат этим людям. То есть эксперт с точностью не установил. То есть это все основания для отмены этого постановления. Оно по жалобе было отменено, но в апреле месяце было принято очередное процессуальное решение, было опять отказано в возбуждении уголовного дела. Значит, аргумент следствия единственный. Имеется постановление Конституционного суда Российской Федерации о том, что это соглашение является законным. Просто, чтобы вам было понятно, постановление Конституционного суда Российской Федерации, все мы знаем, как оно принималось, это политическое решение, и оно никаким образом не связано с законом. Я говорю об этом смело говорить, потому что об этом высказывались не один юрист в Российской Федерации, их довольно много, это доценты, профессоры кафедры по конституционному праву, которые преподают это конституционное право. Значит, это не основание для отказа в возбуждении уголовного дела. Почему? Потому что даже если есть постановление Конституционного суда, речь идет об уголовном, возможном уголовном преступлении, которое совершено рядом депутатов, которые сфальсифицировали эти итоги голосования. На сегодняшний день я представляю интересы в этом материале депутата Байали Евлоева, и, соответственно, этот материал находится, скажем так, под нашим контролем, так как я имею право знакомиться с этими материалами, копировать эти материалы. У нас имеются в копиях эти материалы, и даст Аллах, мы будем держать в курсе народ Ингушетии о том, как двигаются наши дела. То, что касается уголовного дела в отношении наших лидеров и ребят наших, которые оказались в местах лишения свободы, мы, в принципе, освещаем эти события в интернете, но, может быть, у кого-то нет интернета, может быть, кто-то не в курсе, что происходит на сегодняшний день. Если коротко, я много времени вашего не займу, значит, на сегодняшний день говорить о том, что мы говорим, надо разграничить вину людей, которые находятся под стражей сегодня. Есть молодые ребята, которые частично, в принципе, свою вину признали. Это люди, которые оказались в столкновении с полицейскими. Мы все понимаем, что если бы не совершили эту провокацию, этого бы не было бы ничего. Однозначно, я, как адвокат, как юрист, считаю, что это была явная провокация со стороны силовых структур, и наша вина, конечно, в том, что мы не смогли предотвратить эту провокацию, прочитать эту провокацию. Вот в этом есть вина, и в том числе наших лидеров. А вины в совершении преступления, в котором их обвиняют, то есть организация применения насилия в отношении представителя власти, весь народ видел видеоматериалы, они находятся в свободном доступе. Все призывали к сдержанности и не совершать каких-либо противоправных действий в отношении сотрудников полиции. Есть эти материалы, но, к сожалению, вопреки этим материалам на сегодняшний день предъявлено обвинение Малсыбу Ужахову, Ахмеду Барахоеву, Бараху Чемурзиеву, Мусе Мальсагову, Зарифе Саутиевой и другим нашим лидерам в организации применения насилия в отношении представителя власти. То есть, это абсурд. По крайней мере, из предъявленного обвинения доказательств, по крайней мере, нам на сегодняшний день не предъявили. 3 месяца Муса Мальсагов находится вообще в неведении, потому что с нами никаких следственных мероприятий не проводится. То есть 3 месяца.
Поэтому в этом направлении идет работа. Работа очень сложная, потому что адвокатам сейчас в последнее время стали запрещать посещать в следственных изоляторах своих подзащитных, ссылаясь на некое письмо руководителя следственного управления Нарыжного, который является главным в этом деле, якобы, что есть письмо в следственный изолятор, чтобы не пускали адвокатов, якобы эти адвокаты защищают лиц, у которых позиция противоречит. Что это означает? Якобы кто-то признает вину из лидеров, а кто-то не признает. Это абсурд. Я тоже был отведен по этим основаниям с процесса Зарифы Саутиевой, что также является незаконным. Была подана жалоба в квалификационную коллегию судей Ставропольского края, пришел ответ, сказали, что все нормально, судья не допускала никаких нарушений, что она действовала в рамках закона, что адвокат Беков отведен из процесса в соответствии с законом. Мы будем продолжать эту работу, жалоба готовится кассационная на арест и продление срока содержания под стражей Зарифы Саутиевой. Так что вот коротко, вот такая работа ведется на сегодняшний день, она не будет прекращена. Хотелось бы довести до вашего сведения, по крайней мере, то, о чем у меня был разговор с Мусой Мальсаговой. Я задавал ему вопрос, потому что тут имеются какие-то мысли, что для смягчения меры пресечения необходимо, чтобы лидеры признали хотя бы частично вину. То есть, частично это как? Частично мы где-то призывали применить насилие, а где-то не призывали. Вот как-то вот так вот, половинчато это должно быть. Либо ты вину признаешь, либо ее не признаешь, либо признаешь частично. А здесь получается как? Организация применения насилия, тебе что-то надо признать, чтобы уйти на более мягкую меру пресечения. Вот скажу мнение Мусы Мальсагова. Муса сказал, сколько бы мне не пришлось сидеть, 8 лет, 10 лет, 15 лет, вины своей я не признаю. Я не считаю себя виновным, как я ранее выше сказал, он считает себя виновным только в том, что не смог предотвратить вот эту провокацию, которая была со стороны сотрудников. Ваш бехц буахри, что война мехтлгала мехтлки язык шокодоша дарас камык кайкрыл дарас что вей тахан хатихта елахтжла хатр дайер действительно. Я цахатр вейн бадис дендалля шалду хатр тадамегиш давей. А то где заждуазу давей пригородный район является. С мацтуха до хатцвин 2021 год кашля оттух я ждал распоряжение правительства России с 20-30 годы. Цанда язди адахцис, указ день дастун, злехачу корды адахцис. 20-30 лахцик. С 21 год муссировать ханду вейнхац, может быть это провокация. Вей ханзы, вей 92 году ханжду хам вейн баргмедейн ди массанина. Законы уже хакет чидя за принятие за территорию вейн хай лезен хеттчаны вейн провокация. Хая вейн тиша бохаба вей халык бя цемехкары духнах арбе ахрвей. Ханзы провокация. Хая цадел барк хажа марка нах набахт бувей мудал мукла. Цигирж арбо б касак гуцуж. Цадел кахет мцани сделал мостовый мехкар таухр. Дал дел кахет мца хахлрас. Сыфал безымбар. Таханы интернет яхаш хами з пейда болцанах хатырыждук дулцанах. Сейн баргурада с интернет. Апреле месяце марки страница яца с Фейсбука чевяга ватсо никогда общение ханятся. Я хатырлахтым дяры. Вей духа бану кости вей береги тулжа бо дикя бо кегинах бахкинах цацбо общественный болглил бжбацы и барам дярца общение хугёлыш. Цечи цацхатырыш холцеч. Ну спорыш хол, но когда да, на личности, а переходить до чханы уже война адатец дахцес, вой галгай гулкац дахцес, в публичном пространстве жежу оскорбление жежу подозрение же создать бах хетерсумвей. Таханы войники разные типа лунах, но болхца безвей массаниха, хатырца девей мохца бувей. Халк лахтыш буанах, селхан халк лахта болш буанах, йо шомуча хан селхан. Тахан лахты чар, йо селхан халк лахта рыштахан муча бьох. Ай, оз дывей, деригижи, цац баханыш долыжи, цавары задействованный хануас, но тахан хагуч бианып бажнах, цац хатар хаятыш, хагуч мбулинах.
Шейл дахи, иш подозрение жда яха, иш личные амбиции жда яха, вей кам хава шахи, ты тауруз асхабу янашсаны сболхы цан вей дахури баабар, вей кус мегедац вейл. Цяк цахамадар вей любой хадежду ахам ца деш ахт давей галгай. Ца прямой давей со, вей фадидес, тахана халкужлах, тажиш кагинах бувей. Образование вей цахули. Вей спортсмены шханапяны, вей мох кабуах кабачуан. Тахан низисани, тахан ацани алру, закон о реабилитации репрессированных народов, да закон, да территориальная реабилитация, е. Юристы школус тахан, цяк ца закон давейн. Ца закон уйох. Ши субъекти, царь договорится, дешь матька, дуазу атух и шел ждать цух. А ханс конституционный суд схая решение ери по нашей земле, по восточной границе. Цуйох, изменение яцер, установление границы ИР, обязательный ИР для всех субъектов Российской Федерации йох, шинглаваза договорится, дячил теха, нахить цуалыш дуазу атух и шел ждать. Это высший конституционный суде, цу скяхат адилат. Вей фуннах дути, мала дути, тахан законец дать. С дети царь адилат, с адилачи таганец законат адихадян, царь адила должен быть сахам хадуй, вейны куана вейны халк бейта бувей, вейны буа бейта бувей, вей с де мегдац, вей с де ищац, вей законец бей бол, без змала бол бы таган вей халклах жва, вейн хатвейны жва, кулгулхо. Аллаху ши дал беркати волуиныз, Аллаху ши таганы дикет шамантех, не хакл ордеш. Нех дуазул ордеш, схуголи, Аллаху ши цены бол беркати бол, нагасаны цены вейкамын тиша бол би, аны ил чеса, мотик хули изы болхцу табул боля, Аллаху ши соц бол изы центехмалахтыры. Изы ал безім барсы, қайкырыл де безім барсы, таханы шиглава ахин маркя, из дуазу атуахи шолыжда чуан. Тахан вей главазы, из дуазу азы иш туха дацян уали, из дуазу атуахи шолыжда чуан, так что вей халклат жуасаги, вей парламент и селханы, таханы духа болцичных, тишаш белха, дати хабян, хадятсар, таханы дарвян, халклятта бол жуасаги, зенди Мухаммад яг жуасаги, кайкрыл ядар цингмасты, мохку камод ядар, бокулы хай депутаты шхагулби, баялу неоднократно очередное заседание, хаячханы, оттягивать даже депутатов, ваших цикетитыш. Тахана, анзы духа баражитсыш бесапыш, берегжи. Ладно, нохчеве вежри бы дуазу атихадян дали кылрус кули, шырды, адатды, дишанах бы, цигяха бы, уозах бы, кадыровские власти вечные яц, Путине власти вечные яц, таханы власти цавар хатвуах, цаны ишт нисхеттас. Царь шуаждяр нисхет, бахет, но таханы власть хуслушхул, кабанах хатбуашхул, дишанах, алымнах, образованных, веймехка бы, царь мехка бы, из дуазой, вот да, цанага. Вей таханы ил ез, вей филхалдез, вей зембуахкашхалдез, вей западной границы, вей тахан халхлатш буанах, вей каман тиша болцебуй, сбол хахлишулж бачу. Аллаху ши беркати долгой, Аллаху ши. Дал вей каман ники барт безым жуа болб, дал дикич хамантя низ долгой, мастери юхт волб Аллаху ши. Аллах ряз халшан кантер должен аздук камелдара. Мухаммад, минуточку. Вот поступил вопрос. Дел ряз халман, для выступления РАЯР. Территория изменения подсудности, Железноводский городской суд будет рассматривать, да, некоторые дела или все дела наши? Сейчас я объясню. Значит, на сегодняшний день по двум фигурантам, если не ошибаюсь, докбовежных масна дакуаватсус, Железноводский определите, подсудность, маснян яяцыз определите, а забесни дышан коротко, замыштхол. Управление Генеральной прокуратуры по СКФО обратилось в Верховный суд Российской Федерации об изменении территориальной подсудности. Что это такое, я вам объясню. По месту совершения правонарушения суд должен рассматривать дела. То есть, грубо говоря, если совершено преступление на территории Республики Ингушетия, расследовать может, да, любой следственный орган, в том числе СКФО и Москва, но дело должно быть направлено в суд по месту совершения деяния его законос. Всякий его законос. Территориальная подсудность может быть изменена по определенным причинам. Есть правовые причины.
Значит, в данном случае речь не идет о правовой причине. Речь идет о том, что я вам коротко, даже я наизусть помню это письмо заместителя генерального прокурора по СКФО, в котором сказано следующее, что наши лидеры и участники протестных акций имеют обширные связи в судах Республики Ингушетия. В связи с этим есть необходимость изменения территориальной подсудности, так как ставится под сомнение беспристрастность и объективность судов наших. И планируются якобы какие-то крупномасштабные протестные провокации, акции, которые могут привести там к столкновениям. Вот в связи с этим попросили изменить территориальную подсудность. Верховный суд сказал, да, мы вам меняем территориальную подсудность, и переправил это в Ставропольский краевой суд. Теперь Ставропольский краевой суд по всем нашим участникам должен определить территориальную подсудность. Это, возможно, будут еще и другие суды, то есть Ессентукский суд, Пятигорский суд. 21 обвиняемые уже переведены у нас на первую часть, то есть до 10 лет лишения свободы. До 5 лет. Изначально это так и должно было быть. То есть это абсурд был, когда им предъявляли вторую часть. Просто их необходимо было изолировать, закрыть и показать свою силу, что федеральная власть вот таким образом вам, ребята, не простит, если вы будете подавать голос, если вы будете отстаивать свои права всеми законными способами. Но мы сейчас не говорим о вине здесь, я еще раз говорю, частично ребята вину признали. С моменте. И сердце ходул жахаз. Живекегинах 6 месяцев почти отбыть для дукахчар. Если до 5 лет лишения свободы, наказание назначит дечханы, 1 за 2 дня посчитать дедеждаться, на царяхкаха, почти шуяхках улыш. Садялкахет, может быть, получится так, что хотя бы за отсиженным они будут освобождены. По лидерам, пока у нас о территориальной подсудности речь не идет, Ханзекегинах вейца осудить бя. Они возьмутся за наших лидеров протеста, которые стояли во главе народного протеста. И я думаю, я ответил развернуто на это.